Слово для выступления предоставляется постоянному представителю президента и Кабинета министров в Конституционном суде Молдубаеву Алмазбеку Тавалдыевичу. Прошу вас пройти к трибуне. Уважаемые судьи Конституционного суда, правовую позицию письменную я еще раньше давал. Стоит просто один вопрос, я выслушав выступление обращающей стороны, ответчика, то есть выражения такие, то есть я цитирую просто 439 часть 4, предметом рассмотрения суда кассационной инстанции могут быть определения, предшествующие окончательному судебному решению, если обжалование таких определений предусмотрено настоящим кодексом. Такие определения подлежат пересмотру в кассационном порядке одновременно с рассмотрением кассационной жалобы или представлением на окончательное судебное решение, принято по данному делу. То есть, насколько новое, вступивший в силу кодекс 2019 года, который ввел такую практику, что решение областных судов можно будет обжаловать только с окончательным решением, насколько это может являться конституционным ограничением законных прав наших граждан, то есть вокруг этого вопрос стоит. Да? И наша позиция, что мы считаем, что это не является, что в такой редакции изложенная норма не является противоречащим Конституции, не ограничивает права и свободы наших граждан. Мы исходим из того, что да, действительно, вот сама только что Талай Асхарлина сказали, что да, раньше до 2019 года существовал институт, когда можно было любое определение обжаловать в суд, то есть областной суд должен был приостановить производство, собрать материалы, направить в районный суд. В районный суд сдавалась жалоба на решение городского суда и вместе уходилась в Верховный, потом возвращалась опять. То есть вот эти процедуры были. И когда с учетом практики сейчас ввели вот такую процедуру, когда ты, если можешь, заявляешь, что там, как это заявительница сказала, что мы попросили назначить экспертизу, нам отказали. Мы вынуждены обратиться в Конституционный суд, мы ждем дальше, то есть после этого, я не знаю, какое решение будет, но по итогам либо этот процесс может быть продолжен, будет постановлен приговор, и, соответственно, они должны подать жалобу на определение об отказе в назначении экспертизы, жалобу там, на недопустимость доказательств и плюс жалобу, если их не удовлетворит приговор. 3 жалобы рассматриваются. И с этой точки зрения обращающаяся сторона считает, что нарушается право на судебную защиту. Мы говорим, что Верховный суд, когда получит это дело, если процесс будет, я думаю, будет продолжен, то, соответственно, Верховный суд должен, соответственно, в хронологическом порядке рассматривать жалобы. То есть, если вначале было ходатайство о назначении экспертизы, Верховный суд исследует, насколько была необходима эта экспертиза, доводы обоснованы, нет. Если Верховный суд посчитает, что да, действительно, по этому делу необходимо назначить экспертизу, соответственно, она отменяет решение, автоматически влечет отмену других решений, дело возвращается либо, пока, скажем, в областной суд, и принято решение. Или, например, Верховный суд посчитает, что, оказывается, экспертиза не нужна, но какие-то доказательства неправильно рассмотрены, которые недопустимости которых шла речь. То есть, соответственно, мы говорим о том, что Верховный суд, соответственно, так же, как по хронологии рассмотрев, разрешает эти вопросы, и в случае, если доводы Верховный суд сочтет достаточными, соответственно, любое решение может быть рассмотрено Верховным судом, кассационной инстанцией в данном случае, и возвращено либо в город, либо в районный суд. Это вопросы процедуры, но когда мы говорим Конституция говорит, что любой гражданин имеет право на судебную защиту. Посмотрите, здесь ни о какой речи о нарушениях и права на судебную защиту не идет. То есть она полностью сохраняется. Здесь просто изменены процедуры. То есть мы не говорит о том, что ни один обвиняемый, раньше подсудимый, лишается права обжаловать. Этого нет. Речь идет о вопросах процедуры обжалования. То есть теоретически, если по старому кодексу попросили назначить экспертизу,
отказали, сходили в кассационную инстанцию, опять вернули, продолжили, потом заявили недопустимость. Идет действительно, как сегодня ставился вопрос, о затягивании процесса. Мы говорим о том, что то есть та же процедура проходит, но она идет по, ну, скажем, более длинной процедуре. Но я ни в коем случае не согласен с позицией, что это сделано только ради того, чтобы ускорить судебный процесс. Нет. То есть право на судебную защиту, оно должно плюс еще согласовываться с тем, что любое дело должно быть рассмотрено в разумные сроки. То есть мы не можем ради справедливости давайте там 10 лет судить человека одного, лишь бы добиться. То есть у правосудия должны быть разумные сроки, когда в разумный срок должно рассмотрено любое гражданское, административное, уголовное дело. И это тоже считается, да, что конституционной гарантией получить судебную защиту в разумные сроки. Поэтому в данном случае мы считаем, что процедура права на обжалование ни у кого не отобрана, судебная защита сохранена, рассматриваются разные процедуры этих. Но нету где сказать, что человек не вправе обжаловать тот или иной акт. Плюс еще давайте не забывать о том, что это состязательность. Стороны равны в процессе. Если прокурор просит, отводит судью, видит, что он, ну, грубо говоря, ведет процесс в чью-то сторону, и прокурор видит о том, что судья, скажем так, не объективен, прокурор заявляет ходатайство об отводе судьи. Но решение прокурора также обжалуется вместе с окончательным решением. Ходатайство может быть заявлено потерпевшей стороной, который тоже может сказать, что я не доверяю этому составу суда, прошу назначить экспертизу, я не согласен с оценкой моего ущерба. И здесь тоже, то есть это касается не только вопросов осужденного, обвиняемого, но это и касается стороны обвинения. То есть они в равных условиях, и, соответственно, процедура обжалования для всех одинаковая. Мы не говорим, здесь не идет речь о том, что кому-то отказали или ограничили в праве на судебную защиту. Речь идет о том, что как твои жалобы, по какой процедуре будут рассматриваться. И мы считаем, что данная процедура, она более разумна, потому что соответствует, согласуется с вопросами разумности сроков рассмотрения. Если бы здесь речь шла, сказали, что человек не вправе обжаловать то-то, то-то, не идет речь. Но говорят, что вы будете вместе обжаловать, потому что это должно идти как в одном процессе, все вопросы должны быть рассмотрены. Верховный суд рассматривает также, я не знаю процедуру, но из УПК следует, что они, соответственно, в хронологическом порядке должны рассматривать. То есть Верховный суд сначала не решает вопрос по приговору апелляционной инстанции, потом рассматривает отводы, экспертизы, то есть там тоже суд идет по процедуре, соответственно, если вначале было какое первое заявлено, получен ответ, мотивировка, и, соответственно, будет принято решение. Если первое решение отменяется, соответственно, влечет отмену других актов, потому что нарушены процессуальные нормы. Поэтому мы здесь не видим нарушений и противоречия, только вопросы процедуры. Но это тоже связано не потому, что нам надо ускорить процесс, а просто люди должны получить правосудие в разумные сроки. У меня все. У вас есть вопрос? Включите, Нету пожалуйста. вопросов. Уважаемые судьи, есть вопрос? Самат Хаштабекович, есть вопрос? Вопросов нет. Судьи, есть вопрос?